Для Чумчирского района 2017 год выдался сложным. Бюджет района выполнен лишь на 42%. По словам главы администрации района Хрипса Джопуа, одна из причин такой ситуации – то, что в этом году рыбные комбинаты в Очимчире не работали. Кроме того, стихийные бедствия и нашествие мраморного клопа нанесли немалый ущерб району. По мере возможностей мы весь этот год сложа руки не сидели. Безусловно, и республиканские органы, в первую очередь, это энергетики, делали все возможное, чтобы мы бесперебойно имели бы и электричество, и воду, и все, что остальное, и все, что связано с жизнедеятельностью. Но несмотря на все эти проблемы, в городе и районе произошли хорошие изменения. Более 12 километров дороги было отремонтировано в селе Арасадзых. Полностью заасфальтирована дорога в селе Пакуащ. Также началось строительство школы в Тхине и детского сада в городе Чумчира. В районе было открыто несколько предприятий. В их числе завод по переработке меда и производству джемов. Необходимо отметить, что в течение года был проведен ремонт нескольких мостов по всему району. Сегодня идут восстановительные работы по водоводам в селе Члоу, Ватара, Очимчира. Идет строительство детского сада. Все вместе, в совокупности, знаете, и при таких сложных чрезвычайных ситуациях, и когда с бюджета выпадают существенные суммы, думаю, что с помощью руководства страны районная администрация сделала все возможное, чтобы никаких таких резких скачков в худшую сторону или где-то в дестабилизации обстановки, чтобы этого ничего не произошло. В Очимчирском районе была проведена большая работа по борьбе с мраморным клопом, лечению ореха и цитрусовых деревьев. Работа в этом направлении в следующем году будет усилена. Энергообеспечение – еще одна отрасль, которой в районе уделялось должное внимание. На сегодняшний день проблема оплаты счетов за потребляемую электроэнергию по-прежнему актуальна. Впрочем, как и по всей стране. В связи с чем были приняты особые меры. Создана энергетическая комиссия, но пока значительных результатов не наблюдается. Мы должны научиться платить за потребленную электроэнергию, за воду. Из года в год мы об этом напоминаем, каждый раз мы это говорим, но думаю, что надо применять не только жесткие меры, но мы должны думать о роли и ответственности руководителей на каждом этапе в деятельности любого направления. Это если контролер в селе, это сельские администрации, это служба сбыта, это отделы администрации района. Все это должно на самом деле иметь такой действенный характер. По российской инвестпрограмме в Очимчиру на днях поступили 4 единицы спецтехники. Ранее район обслуживала всего одна машина, и по этой причине часто возникали проблемы со своевременным вывозом бытовых отходов. На сегодняшний день город облагорожен, везде высажены цветы и деревья. Есть хорошие результаты у района и в области спорта и культуры. Самое главное, вот если мы смогли сделать главное, что практически по всем направлениям, если идет активная жизненная деятельность, отделы молодежи и спорта проводят мероприятия за мероприятием. В наших школах тоже вот идет очень активная работа по военно-патриотическому воспитанию и тому подобное. Все это, безусловно, приведет к хорошим результатам и в будущем тоже. У районной администрации много планов. Необходимо восстановить более 10 школ по всему району, а также школу искусств в Очимчире, отремонтировать больницу, восстановить дороги в селах, наладить электричество. По словам Хрипса Джопуа, пусть и не все, но часть этих планов будет реализована в следующем году. Сария Смырлеона Адлиба, Абхазское телевидение.